В эфире новости, в студии Павел Танин. Здравствуйте. Свыше 900 тысяч квадратных метров аварийного жилья нужно расселить в Якутии. Это жилфонд, не успевший попасть в федеральную программу по переселению до 1 января 2012 года. Сейчас главная задача республики – провести второй этап программы, причем более оперативно и качественно. В него подпадают те дома, которые признали аварийными до 1 января 2017 года. На второй этап из федерального бюджета выделили более 60 миллиардов рублей. Оценку эффективности будут проводить ежегодно на основе использования системы показателей и индикаторов. Второй этап программы качественно изменен. У людей теперь появилась возможность самим приобретать жилье, не дожидаясь застройщиков. В том числе свои нововведения по реализации проекта вносит и руководство региона. Программа очень разноплановая, потому что сейчас уже разрешено людям предоставлять не только новые квартиры, но могут квартиры приобретаться по желанию самих жителей на вторичном рынке для того, чтобы процессы переселения убыстрить. Или могут собственники квартир уже получать деньгами, а не ждать, пока будут построены квартиры для них или куплены. И для того, чтобы работа эта была четкая, эффективная, мною было принято решение о создании специализированного государственного казенного учреждения «Дирекция по жилищному строительству Республики Саха-Якутия», которая как раз централизует эти процессы. То есть на уровне муниципалитета будет вести в первую очередь работа непосредственно с жильцами аварийных домов по спискам, по их уточнению, по подготовке первичных документов, непосредственно же уже само проведение конкурсных процедур, контроль за строительством, контроль за заселением, контроль за соблюдением законодательства при предоставлении жилья уже будет осуществляться данной дирекцией. Я уверен, что вот такое решение о централизации исполнения данной программы на уровне региональном, оно правильное, оно поддерживается в том числе и фондом по реформированию ЖКХ Российской Федерации, и оно принесет нам всем положительные результаты. Ну и в первую очередь, конечно же, это почувствуют на себе жители, которым предстоит из аварийных домов переехать уже в новые современные квартиры. Жильем в Якутии планируют обеспечить детей и сирот. В этом году в действие программы подпадает 600 человек. На это из государственного бюджета республики предусмотрено 1,3 миллиарда рублей. Об этом сообщил вице-премьер региона Кирилл Бычков во время отчета правительства перед населением города Томмота Алданского района. По словам Бычкова, для детей и сирот будут приобретать квартиры как на первичном, так и на вторичном рынках. Добавлю, что в 2018 году в Якутии свое жилье получили более 500 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. К другим темам, по данным еженедельного мониторинга заболеваемости ОРВИ и гриппом, в Якутии превышает эпидемические пороги почти в 2,5 раза. Высокая заболеваемость отмечается в 12 районах республики и в городе Якутске. Приостановка учебного процесса, объявленная еще 23 января, позволила снизить заболеваемость среди учащихся, но эпидемиологическая ситуация по-прежнему нестабильна. Ранее в столице республики продлили карантин в школах и детских садах до 8 февраля. Тем временем в медицинских организациях города продолжается активное наблюдение на дому за детьми в возрасте до 3 лет. В Нерюнгри местный житель предстанет перед судом по обвинению в содержании наркопритона, хранении и избытии наркотических средств. По версии следствия, обвиняемый, ранее судимый за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков, осенью 2018 года заказал через интернет героин и синтетический наркотик метилэфедрон. В последующем, находясь у себя в квартире, он безвозмездно передал часть наркотиков своему знакомому. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по Нерюнгринскому району незаконная деятельность обвиняемого пресечена. После утверждения обвинительного заключения уголовного дела направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу. В международном аэропорту Астаны перепрезентовали автономного робота-уборщика. Это разработка ученых и студентов Северо-Восточного федерального университета. Устройство якутских изобретателей моет полы и самостоятельно ориентируется в пространстве без участия человека. Он может обходить людей, стены и другие препятствия. При этом робот экономно расходует воду, очищая ее во внутреннем резервуаре для повторного использования. В управлении используются элементы искусственного интеллекта. Это позволяет нескольким роботам эффективно взаимодействовать в одном помещении, не мешая друг другу. Разработчики заключили контракт на поставку 100 роботов для казахстанских компаний. Также ведутся переговоры на поставку еще 500 роботов для предприятий России. К этой минуте у меня все новости. Далее на нашем канале смотрите новости спорта. Оставайтесь с нами.